Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для рыб. Будем делать прогноз на колодах Таро, метафорической и цыганской. Сначала общие события, общие направления нашего внимания на этой неделе. Рыцарь жезлов, король мечей для отношений, для работы король пентаклей и для работы повешенный. Посмотрим дополнительные карты на цыганской колоде. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. Так, и финансы 2 карты. Основная карта для рыб на неделю – это у нас рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что очень много энергии для того, чтобы новое что-то начать, для того, чтобы поехать куда-то, может быть, на обучение, может быть, это просто поездка с целью развлечения, набраться новых впечатлений. Кроме того, здесь замечательная возможность у рыб решать вопросы с транспортом. Очень хорошее время будет очень вести с этим вопросом, но только вот карта такого быстрого действия. То есть мы обязательно должны быть очень решительными. Мы должны, конечно же, взвешивать все, но принимать решения быстро. Карта также говорит о том, что могут быть какие-то новые цели, новые планы, новые знакомства. В общем, все, что можно связать со словом «новое», да, это вот удачно очень для рыб на этой неделе. И самое главное, что очень много сил для того, чтобы вот это новое продвигать, начинать. И вот лучше не упустить эту неделю, потому что эта энергия, она очень быстро проходит. Для отношений выпадает король мечей. Карта говорит о том, что могут быть вопросы, либо связанные с властью, да, может быть, решение каких-то там чиновников, да, в общем, органов власти, юридические какие-то вопросы вы можете решать. Кроме того, эта карта может еще и другое показывать. Может быть, один из партнеров будет вот так очень сильно стараться повлиять на партнера, на своего, да, и это будет, скорее всего, не всегда комфортное общение. То есть вы можете здесь какие-то резкие слова говорить, вы можете настаивать на своем, не учитывать мнение партнера, вы можете быть слишком категоричны. То есть разума много, да, а сердца мало. То есть вот здесь вот может быть такая ситуация. Кроме того, эта карта, она еще говорит и о третьем значении. То есть, если вы хотите что-то исправить в отношениях, то только личным примером. То есть, вот вы хотите, чтобы партнер был какой-то там определенный, да, вот точно так же вы сами себя ведете, а он смотрит на вас и старается соответствовать. Для тех, у кого нет пары, которые в поиске отношений, здесь десятка червовая. Карта говорит о том, что, может быть, у вас появится такой замечательный партнер, которым впоследствии станет вашим и другом, и защитником. У вас будут общие интересы, у вас будет, знаете, такое родство на уровне души. Замечательная возможность, и вот познакомиться с ним вы можете либо в каких-то государственных учреждениях, там суды, юридические вопросы, какие-то врачи, консультанты, то есть смотрите, люди интеллектуальной деятельности, люди, которые связаны с консультированием, либо вот юридические, государственные какие-то дела. Человек, который довольно-таки прочно чувствует себя в обществе, хорошее место занимает руководитель, власть, может быть, свой бизнес есть, да, то есть вот такое знакомство может быть для тех, кто в паре. Двойка бубновая говорит о том, что могут возникать конфликты из-за денег.
И вот тогда каждый может настаивать на своем, либо один партнер может как-то доказывать свою позицию, никак нет возможности договориться. Но вот эта карта говорит о том, что нужно приспосабливаться к обстоятельствам, к партнеру, нужно учитывать его мнение, его позицию, тогда конфликта можно избежать. Ну, конечно же, без резких слов, без резких каких-то движений, скажем так. Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта Джокер. Ну, Джокер – это, во-первых, игра, да, то есть вы можете как-то решить вот этот вопрос, вот это решение вопроса вот с помощью игры, то есть как-то по-детски можете к этому вопросу подойти, да, то есть без выяснения отношений, да, то есть как-то обходные пути такие найти. С другой стороны, вы можете, допустим, встретиться со своим партнером на каком-то празднике, на каком-то мероприятий, и вот там само собой может произойти примирение. А с другой стороны, вот карта предупреждает, нельзя действовать на дурака, да, то есть это у нас карта как дурак, то есть не нужно необдуманных решений принимать и необдуманных слов произносить. То есть очень осторожно, иначе можно все потерять. Для работы здесь выпадает король Пентаклей. Карта говорит о том, что могут быть какие-то очень значимые достижения в карьере. Это вообще лучшая самая карта из всех в плане финансов, в плане каких-то ценностей и достижений. Здесь может быть повышение по службе, здесь может быть действительно какое-то вознаграждение, завершение проекта, которое вас утверждает в какой-то вот позиции, да, то есть очень хорошая карта, связанная с деньгами и с карьерой, идеальная просто. Для тех, кто в поиске работы, тройка пиковая в дополнение к этой карте говорит о том, что нужно пользоваться помощью, ну, как бы информации, да, то есть с помощью, чем больше информации, тем больше возможностей найти то как бы место работы, на которое вы рассчитываете. То есть лучше всего не только самому этим всем заниматься, нужно привлекать там друзей, знакомых, это раз, а во-вторых, нужны связи именно с компаниями по трудоустройству. Вот они могут вам помочь как раз вот такое хорошее место найти. Для тех, кто работает, семерка бубновая с этой картой говорит о том, что, скорее всего, на этой неделе вас просто будут все там восхвалять, прославлять, уважать и так далее, да, то есть здесь вот именно люди вокруг вас будут говорить о ваших успехах, вы будете очень довольны, удовлетворены, рады, да, может быть, здесь назначение как раз будет. Кроме того, здесь могут быть решены какие-то вопросы очень важные в плане работы, которые долгое время не решались, вот просто висели и все. И непонятно было, почему нет движения. Вот сейчас все может решиться. Кроме того, здесь, знаете, такой мудрый подход. Скорее всего, будет какой-то сложный вопрос на этой неделе. И здесь нельзя спешить, чтобы решить этот вопрос. Скорее всего, здесь замешаны либо большие деньги, либо крупный проект, либо власть. Да, то есть здесь вот нужно быть очень осторожным, очень хорошо проверять все документы, бумаги, да, потому что здесь вот может быть заключение какого-то важного контракта. И поэтому вот нужно быть очень внимательными. Ну и, конечно же, смотрите, здесь вот карта напрямую говорит о заключении какого-то важного соглашения, договора, да, то есть это, скорее всего, очень большие деньги здесь, либо большие должности, либо большая власть. Для тех, кто свое дело имеет, валет трефовый в дополнении с этой картой говорит о том, что либо могут деньги уходить, которые вы заработали, да, вот просто впустую. Это один вариант. Второй вариант. Здесь, знаете, опасность просто ну, как бы легко расставаться с деньгами, когда вы не цените, да, вот, допустим, денег много, а вы не цените. Или, допустим, клиент какой-то значимый к вам пришел, а вы тоже как-то не особо уважительно там к нему относитесь, и он может уйти. В общем, какие-то могут быть необдуманные поступки. Это раз. С другой стороны, может, наоборот, все лишнее из жизни уходить, из деятельности, да, вот то, что мешало, и что-то хорошее, крупное приходить. Но в любом случае тут перемены 100%, причем довольно-таки неожиданные обстоятельства вмешиваются
вы, скорее всего, не готовы. Но вот карта говорит о том, что если будет предложение неожиданное о сотрудничестве, нужно обязательно хорошенько все обдумать. То есть нет ли тут обмана, то ли, что это вам нужно. Здесь, знаете, какие-то могут быть... Вот вообще карта очень часто говорит о зависимостях. Да? Вот, допустим, вы зависите от какого-то человека и боитесь ему сказать то, что должны сказать. Или боитесь потерять человека, который вам мешает, допустим. Да? Либо вы боитесь, допустим, что не будет дохода какого-то хорошего, да, и терпите человека, который там вынес вам мозг, допустим. То есть вот здесь вот какие-то такие сложные ситуации могут быть, когда нас что-то держит. Вот мы вроде бы должны сделать одно, а не делаем это, потому что мы вот зависимы от чего-то или от кого-то. И карта говорит о том, что этот вопрос с зависимостью надо решать. То есть на этой неделе, скорее всего, это нужно сделать. Это на благо будет. Для финансов выпадает карта повешенной. А здесь либо все будет так, как раньше, как прежде, либо все будет по справедливости, да, то есть у нас здесь то, что мы вложили, то и получили, либо может быть задержка доходов. Если говорить о тех, кто работает, здесь вот двойка трифовая как раз и говорит о том, что пока что нет доходов дополнительных. Может быть, это зависит от какого-то второго человека, то есть от начальства, да, или еще какие-то обстоятельства вмешиваются, и пока что нет. Но с другой стороны, это у нас карта завершения цикла, да, то есть скоро, может быть, просто не время еще. Для тех, у кого свое дело, четверка пиковая говорит о том, что вам нужно отдохнуть и подумать. Вот все карты говорят о том, что у вас есть какие-то сложности, на которые вы стараетесь не обращать внимания, просто не видите, да. Вам нужно на них взглянуть со стороны, нужно проанализировать свое дело, свой бизнес, свои финансы, понять, почему у вас, допустим, бывают задержки, что этому мешает. И опять же, зависимости. Смотрите, вот зависимость и вот зависимость. Зависимость от денег, зависимость от клиентов, которые вам эти дают деньги, либо зависимость просто от такой работы, которая не приносит вам удовлетворения, но приносит деньги. То есть, может быть, нужно просто все хорошенечко проанализировать и сделать уже выбор, куда вам двигаться в новую сторону. Давайте посмотрим, что скажут метафорические карты, какой совет дадут рыбам на эту неделю. Две карты, ладно. Вот, смотрите, опять же зависимости, видите, вышли. То есть совет какой? Нужно потихонечку распутывать, либо как бы попросить кого-то разорвать это все, разрезать сразу и руки освободить, правильно? Это, скорее всего, люди близкие, либо партнеры, либо какие-то обстоятельства. Вот так карта должна быть. Вот, то есть получается так, что либо мы потихонечку должны сами из этого выходить, из этой ситуации, как бы распутывать вот эти вот все узлы, да, либо мы должны попросить кого-то и как бы, чтобы это разрезали, либо просто скинуть это вот сразу, все с рук спустить. То есть освобождение от зависимости 100% должно быть. Тем более, смотрите, узелки на память, да, скорее всего, какие-то критические ситуации неприятные были с людьми, с этими, и у вас уже очень накопилось в памяти много негатива. И это вас сдерживает, то есть это как бы создает такую ауру вокруг вас неудачи, да, когда удача к вам просто пробраться не может энергетически. То есть это очищение памяти, это прощение, это как бы нужно убрать людей из жизни тех, которые вот не дают вам развиваться, связывают вам руки. Кроме того, может быть, вы сами себе связываете руки и не хотите действовать, да, то есть вам нравится быть в таком подвешенном состоянии, может быть, боитесь, да, чего-то. Но карта говорит о том, что расти нужно в любом случае. То есть здесь дерево через решетку проросло, и оно довольно-таки крепкое, то есть свою функцию выполняет. То есть вам нужно выйти из этого состояния, когда вы не верите в себя, когда вы не уверены в том, что вы вырастете, что вы можете в новом направлении двигаться, что вы можете преодолеть вот эти все свои проблемы. То есть вы можете.
100% вы сами себя держите в этом. Ну и больше всего, конечно, здесь отношения могут влиять, отрицательные отношения, именно связанные с семьей, с родом, с родителями, да. То есть смотрите, вот у вас очень сильно тут, как бы, как сказать, ну, можно сказать так, захламлена память, да, вот эта карта тоже говорит о том, что нужно чистить, то есть на самом деле вот то, что у вас в отношениях не ладится, в семье не ладится, обида на родителей, может быть, неустроенность какая-то в плане того, что там, может быть, нет дома, недвижимости и так далее, да, и, может быть, обвинение в этом там своих близких, родителей или еще кого-то. Все это вот вашу портит энергетику и не дает вам как бы достаточно возможностей в сфере деятельности и в финансах. Ну и, конечно же, вы просто можете как бы вырасти, вы можете чувствовать себя человеком полезным, достойным, вы можете чувствовать себя человеком сильным, здоровым. Да, кстати, вот со здоровьем тоже связь. Может быть, здоровье вам еще не дает зарабатывать. Может быть, нужно со здоровьем разобраться, тоже как бы убрать вот эти все болезни, которые вас сковывают и не дают вам начинать что-то новое. Друзья, желаю вам прекрасной недели, чтобы все только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!